дорогие друзья! Сегодня четверг, 26 марта. Вы смотрите утреннюю программу на канале НВК Саха «Новый день». Ну а с вами я, ее ведущая Евгения Гурулева. Друзья, я надеюсь, вы выспались и у вас отличное настроение. И давайте посмотрим, чем же сегодня нас порадует погода. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в 6 часов утра в центральной группе УСов минус 16, минус 20, днем ожидается минус 13, минус 14, в Заречье минус 14, минус 20, днем минус 4, минус 12, в южной группе УСов утром в 6 утра минус 10, минус 14, днем ожидается минус 13. В Вилюйской группе УСов в 6 утра минус 23, минус 25, днем минус 10, минус 14. В Нижнеленских УСах в 6 утра минус 26, минус 27, а днем минус 14, минус 17. В западной группе УСов минус 15, минус 23 утром и минус 10, минус 11 днем. В Калмындигирских улусах утром минус 14, минус 21, днем минус 7, минус 18. В Янских улусах утром минус 24, минус 30, днем ожидается минус 14, минус 18. В северо-западных улусах утром в 6 утра минус 24, минус 28, днем минус 18, минус 22. В Якутске в 6 утра температура воздуха составила минус 18, минус 20 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Днем ожидается минус 10, минус 12. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы или беспокойства по поводу вашего здоровья, вы всегда можете позвонить на горячую линию Минздрава Республики Саха-Якутия по телефону 8 800 100 ровно 1403. Ну, а если вы хотите поделиться с нами, с Новым днем, вашими хорошими новостями, может быть, поздравить ваших близких и родных, вы можете отправить нам в WhatsApp по номеру 8 914 2 79 22 62. Пишите и обязательно зачитаем ваши поздравления. Ну и, конечно же, мы, программа «Новый день», призываем вас, давайте в эти карантинные дни не беспокоиться, а делиться позитивом. Мы запускаем постоянную рубрику на некоторое время «Даешь позитив». Принимаем ваши видео длительностью до 1 минуты, которые расскажут нам, чем же вы занимаетесь в эти дни. Покажите, как вы рисуете, танцуете, мастерите, занимаетесь с детьми, и мы обязательно продемонстрируем ваши ролики в прямом эфире. Собственно, давайте посмотрим, что же нам вчера отправили наши телезрители. За тобой. Что же тут поделаешь, если я такой? Я бы тебя спрятала в ручье за рекой. Ой, ой, ты мне не нравишься. Ой, ой, ой. Лайки. Ну, вот такие замечательные видео от наших маленьких телезрителей. Друзья, мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останетесь дома, чтобы помочь нам. Якутские медики присоединились к мировому флешмобу врачей Stay at Home. Якутские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронических болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРВИ, а также тех, кто прибыл из-за границы. В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса COVID-19. Ну и, конечно, соблюдайте меры гигиены, носите маски. Самоизолироваться должны не только пожилые люди, но и молодые. В нашей республике в связи с пандемией объявлен особый режим для людей старшего возраста. Но сейчас мы хотели бы обратить внимание молодых людей по причине наших реалий, оказавшиеся чуть более свободнее, чем были. Да, согласимся с тем, что свободного времени стало больше, но для того, чтобы противоборствовать вирусу, в первую очередь нужно его нераспространение. Ограничьте посещение друзей, знакомых, родственников. Места скопления людей самоизолируйтесь, несмотря на то, что вы молоды. Выходите на улицу только при острой необходимости. Нужен наименьший контакт с людьми, чтобы не стать цепочкой распространения вируса. Сейчас мы расскажем, что можно сделать, сидя дома. Появилось много времени, и наконец-то можно посмотреть кино, досмотреть любимые сериалы, тем более, что они стали показываться в свободном режиме. Очень классное время для саморазвития. Рано или поздно опасность минует, а новые знания, навыки и умения останутся с вами.
Многие образовательные ресурсы открыли бесплатный доступ к своим курсам, стоит только поискать в просторах интернета. Открылись виртуальные посещения музеев, культурное обогащение сидя дома – это здорово. Займитесь спортом, есть просто куча курсов по спортивному развитию дома, будь то йога, будь то занятия со своим весом. Очень здорово провести время за книгой, это, пожалуй, один из наилучших способов времяпровождения. Этот период жизни, безусловно, запомнится всем. Заполните это время максимально полезными действиями. Будьте сознательны, ведь от нас всех зависит благополучие нашей республики. Хороший совет от моего коллеги Максима Гоголева. Я буквально соскучилась по нему. Вижу, что он с пользой проводит эти дни. Друзья, вот уже несколько лет наша программа выдает в прямой эфир постоянную рубрику «Пусть мама придет». В ней мы рассказываем о детях, которые остались временно без родителей или попали в детский дом. И знаете, очень приятно осознавать, что благодаря этой рубрике многие малыши за эти годы обрели любящие семьи. Вот и сегодня героини нашего сюжета, трехлетняя Белла и маленькая Кира, очень мечтают встретить заботливых маму и папу. Давайте посмотрим следующий сюжет. Знакомьтесь, сестры Белла и Кира. Белле 3 года, Кире год и 9 месяцев. Белла любит развивающие игрушки, подолгу и с удовольствием осваивая что-то новое для себя. Кира хоть и маленькая, но очень смышленая. Она с интересом познает окружающий мир, рассматривает различные предметы, учится взаимодействовать с ними. Старшая Белла общительная, спокойная, серьезная. Ей нравится заниматься мелкими предметами, что способствует развитию моторики рук и усидчивости. Младшая Кира хоть и маленькая, но уже очень самостоятельная. Она расстраивается, если что-то не получается с первого раза, но начатое дело не бросает. Любит индивидуальные занятия с воспитателем, охотно идет на контакт со взрослыми. Старательная и внимательная, она уже пытается сама одеваться, проявляет во многом инициативу. Белла любит собирать пирамидки, строить башни из кубиков. Она бережно и аккуратно относится к игрушкам. Очень любознательная девочка. Любит рассматривать книжки, с удовольствием рисует, лепит пластилином, играет всеми предлагаемыми игрушками. Белла всегда убирает за собой игрушки, правильно расставляя все на свои места. Она самостоятельно одевается, хорошо ест, говорит простые слова и отдельные предложения. Как и все девочки, Белла любит красивые платья, заколки и бантики. Белла и Кира очень дружные девочки. У них есть брат Кирилл. Кирилл и Кира близнецы. Когда дети оказываются рядом все втроем, очень дружно играют. Белла, как старшая сестра, опекает Кирилла и Киру, а Кира учится во всем у Беллы и очень внимательно наблюдает за старшей сестрой. Кира любит смотреть мультфильмы, слушать сказки, хорошо ладит со сверстниками. Особенно Кире нравится массаж. Она сразу расслабляется, послушно выполняя то, что говорит врач. Мы очень надеемся, что Белла, Кирилл и Кира обретут семью.
Друзья, задумываетесь ли вы о вашем будущем? Есть ли у вас накопление? Есть ли у вас подушка безопасности? Давайте посмотрим сюжет из нашей постоянной рубрики, которая научит вас планировать ваши финансы правильно. Ни для кого не секрет, что сейчас большинство населения закредитовано. Что же делать в этом случае? Давайте рассмотрим на примере. Цель у нас снизить кредитную нагрузку и добиться досрочного закрытия кредитов. Давайте рассмотрим пример. Девушка Катя, у нее потребительский кредит на приобретение автомобиля, кредитная карта, также у нее ипотечный кредит и товарный кредит. Столкнувшись с большими расходами на ремонт в новой квартире, Катя поняла, что оказалась в такой ситуации, когда она в группе риска. Она в любой момент может попасть в такую ситуацию, когда она не сможет оплачивать свои кредиты, может потерять работу или, не дай бог, заболеть. И она себе поставила цель – снизить кредитную нагрузку до 1/3 от уровня ее доходов и начать формировать собственный страховой фонд. Первонаперво она считает свои кредиты все, когда какой заканчивается, у какого какая ставка и какие специальные условия банка. Далее она ищет дополнительные доходы и вместе с тем начинает пересматривать свои расходы. И Катя тут увидела, что она, оказывается, от 3 до 5 тысяч в месяц тратит на развлечения. Ходит в кафе, в кино. Несмотря на солнечную погоду, она может воспользоваться услугами такси. И именно эти средства она решает направлять на досрочное гашение товарного кредита. И тут возникает нюанс. Какой же метод выбрать при досрочном гашении? Уменьшать срок кредита, а соответственно переплату по всему кредиту, или уменьшать ежемесячный платеж? На самом деле, второй вариант, он может позволить нам убить сразу 2 зайцев. Первое – это платить по кредиту уменьшенную сумму, а разницу можно откладывать и создавать свою подушку безопасности. Подушка безопасности – это те деньги, которые позволяют вам легко принимать решения и быть всегда уверенными при любой непредвиденной ситуации. Всегда помните о золотом правиле 28-36. Что же это такое? Ежемесячный платеж по ипотеке не должен быть более 28% от вашего заработка. Если у вас несколько кредитов, то не более 36%. Не позволяйте кредитам управлять вами. Ну что, хочется всем пожелать хорошей финансовой ситуации. Друзья, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы все вспоминаем подвиг наших ветеранов. Мы обязаны помнить и чтить то, что они сделали для нас. И в связи с этим наша съемочная группа побывала в гостях у внука ветерана Василия Дмитриевича Савинова. Давайте посмотрим. Он пишет, что орден Великой Отечественной войны 2 степени дарю на память любимой тут пишет внучке, а так правнучке Вике Еникеевой. Шкатулку времени, которая связывает семью Еникеевых со своим героическим дедушкой, Юлия и Василий открывают нечасто. Но каждый раз это волнительно. Сегодня, перебирая архивы, наткнулись на фотографию деда в военной форме, где на нас глядит совсем еще молодой Василий Дмитриевич Савинов. Меня научил плавать в 1 классе. Также научил рыбу ловить. Про дедушку можно сказать, что он был очень веселый человек, но он не любил шутить, он всегда был честен. Очень легко вообще мы нашли общий язык и всегда просто поддерживали его, потому что человек уже был пожилой, поэтому мы всегда были рука об руку рядышком с ним, чтобы ничего не случилось. Он дал толчок пойти учиться именно юридически поступать, потому что он мне всегда говорил, что Юля, ты сможешь, у тебя есть, не назвать это талантом, наверное, какие-то задатки, поэтому благодаря ему я все-таки на сегодняшний день являюсь юристом. Василий Савинов – один из организаторов системы исполнения судебных решений в нашей республике. По его методическим пособиям выучилось не одно поколение судебных приставов. У меня в руках справочник судебного исполнителя, который был издан впервые в 1971 году. В дальнейшем несколько раз переиздавался. И вплоть до принятия
новых законов федеральных уже в современной России приставы-исполнители пользовались методическими разработками именно Василия Дмитриевича. Он щедро делился своим богатым профессиональным опытом с молодыми коллегами, которые сегодня являются заслуженными юристами республики. Первый, получается, правовой документ, который попал мне в руки вообще, это как раз была инструкция для судебного исполнителя, которая была написана Василием Дмитриевичем. Вот когда я ее прочитала, начала работать, и привело это к чему? Привело к тому, что я вот почти всю жизнь работаю в службе судебных приставов. Работая в Министерстве юстиции, да, я поняла, что вот такой человек, он всегда готов открыть новому, он всегда в коллективе. Да, что бы ни случилось, там, да, совещание, например, да, или там чаепитие какое-нибудь по поводу праздника, да, он вообще отказов не воспринимал. Василий Савинов был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Служил командиром отделения топографической разведки, командиром взвода, участвовал в войне с милитаристской Японией, о чем написал в своей автобиографии, но не любил делиться с детьми, внуками, оберегая их. О любви деда с их бабушкой Викторией Михайловной внуки говорят с особым трепетом. «Большая любовь, счастливая жизнь». Книга, в которой переписка двух любящих сердец, выпущенная для будущих поколений. Читать без слез невозможно, и даже сейчас заглядывать, наверное, я тоже не буду. Почему? Потому что просто-напросто это очень, очень тяжело, это трогательно. Потому что сейчас, в наше время, такой любви, наверное, нет между молодыми людьми. Помним, любим, благодарим. Друзья, наверняка вы интересуетесь, что же у нас произошло после вчерашнего обращения Путина. Давайте посмотрим свежий выпуск новостей и узнаем. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, ставя под удар экономики всего мира. Как отметил глава государства, России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может полностью заблокировать угрозу. На этом фоне глава государства предложил перенести дату голосования по поправкам в Конституцию, сделав акцент на том, что здоровье граждан, их жизнь и безопасность являются абсолютным приоритетом. Кроме того, Владимир Путин объявил следующую неделю до 5 апреля нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением заработных плат. Исключение составят все структуры жизнеобеспечения, в том числе и медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. При этом также автоматически будут продлеваться все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода. В своем обращении к гражданам страны президент заявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, с апреля в течение 3 месяцев будут получать дополнительно по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Единовременные выплаты к 75-летию Победы для ветеранов и тружеников тыла будут выплачены уже в апреле. Кроме того, в своем обращении Владимир Путин затронул и другие меры поддержки. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться, исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 8000 рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Предлагаю в 2 раза, с 30 до 15% снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты
превышающую МРОТ. Минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней – 30%. В Москве скончались 2 человека, у которых ранее врачи диагностировали коронавирус. Такие данные приводит оперативный штаб. Больным было по 88 и 73 года. У них подтвердилась пневмония и имелась патология. В штабе также отметили, что пожилым с хроническими заболеваниями нужно особенно соблюдать режим самоизоляции. По последним данным, в России коронавирус выявили у 658 человек, при этом 29 пациентов уже выздоровели. Ранее мэр столицы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и жителей столицы с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Впрочем, в Якутии ранее глава республики Асан Николаев также подписал указ о введении обязательной самоизоляции людей с 65 лет в столице республики и Жатае. На основании указа главы региона отделения пенсионного фонда в городе Якутске было вынуждено ограничить личный прием пожилых граждан в клиентской службе. При этом воспользоваться услугами фонда в электронном виде можно, используя единый портал государственных и муниципальных услуг или через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. В рабочие дни с 9 до 18 часов работает бесплатная консультация по номеру единой многоканальной телефонной сети 8 800 100 ровно 99 74. Ответы на вопросы, содержащие персональные данные, предоставляются при наличии кодового слова, которое можно оформить через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. А тем, кто сильно испытывает дискомфорт от ситуации с коронавирусной инфекцией, в Якутии оказывают психологическую помощь. Бесплатные онлайн-консультации на тему COVID-19 проводят специалисты Республиканского центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Жители республики могут обратиться за помощью круглосуточно по номеру 8 800 100 ровно 35 50. Звонок анонимный. На линии работают 4 психолога. Кроме того, консультацию можно получить по скайпу или через социальные сети. Чтобы справиться со стрессом, специалисты рекомендуют соблюдать требования для ограничения распространения болезни и ограничить поток недостоверной информации. Очень много по СМИ, по мессенджерам, по социальным сетям распространяются такая информация, что может довести человека до соматических проявлений. То есть соматика – это когда внутреннее состояние дается очень сильно на физическое состояние человека. И, конечно же, берегите себя, все будет хорошо. Если не усугублять именно само восприятие информации, то все будет хорошо. Якутская республиканская клиническая больница подготовила помещение для принятия больных коронавирусом. Глава республики Асан Николаев осмотрел отделение лучевой диагностики, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также побывал в пульмонологическом отделении для больных пневмонией без инфицирования коронавирусом. Также руководителю региона показали готовое помещение на 50 коек, где планируется разместить больных коронавирусной инфекцией. На это выделен 5-й этаж учреждения. Помещение оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких. Чуть позже Асан Николаев провел выездное совещание по вопросу готовности медицинских учреждений республики к выявлению и лечению больных коронавирусной инфекцией и сообщил, что по всей республике для обслуживания зараженных коронавирусной инфекцией нужно порядка 500 коек. При этом подчеркнул, что 150 из них должны быть готовы уже в течение 10 дней. Сильный снег, ветер, местами метель прогнозируют в Алданском и Нерюнгринском районах республики сегодня 26 марта, передает пресс-служба МЧС по региону. Ожидается сильный ветер с усилением северного ветра 7-12 метров в секунду, порывами до 17-22 метров в секунду, местами метель, говорится в сообщении. Населению рекомендуется соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома. Впереди еще много важной актуальной информации, не переключайтесь. А есть еще хорошие новости, потому что есть поздравления. Доброе утро, дорогую любимую дочь Юлию Докторову поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в семье. Будьте вместе всегда, верным тылом, хоть ваш отец далеко, на службе в российской армии. Родные с Мегина-Кангаласского улуса. И еще одно поздравление. Доброе утро. Счастливую бабулю Наталью Ивановну Кычкину поздравляем с рождением первой внученьки. Желаем вашей девочке самой доброй, счастливой судьбы, самой красивой и радостной жизни. С лучшими пожеланиями семейные ваши друзья.
Ну, а мы сейчас переходим к нашему гостю. Тема важная – безопасность на льду. И у нас в гостях Александр Юрьевич Орлов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения номер 2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Саха-Якутия. Вот так у вас много регалий, Александр. Доброе утро. Доброе. Ну, наконец-то весна приходит, все тает, и мы тут уже наблюдаем, что скоро, наверное, и лед, да, сдастся. Да, Сейчас многие лыжники и, скажем так, любители коньков выходят на лед. Как им себя обезопасить? Да, у нас к городу сейчас подходит самые опасные аппараты, как говорится, это вот таяние льда, это структура льда начинает меняться, потому что метеорологические условия становятся намного теплее. Как себя обезопасить? Как правило, у нас рыбаки и лыжники, которые сейчас, лыжники и конькобежцы, которые сейчас находятся на озерах, это они в определенных местах занимаются, что свои тренировки, что личные пробежки. Это, как правило, те места, которые уже выбраны ими давно, в течение всей зимы, они по ним спокойно путешествуют по своей лыжне, либо по своему определенному водоему. Они знают, как себя вести. То ли дело частные, или, допустим, люди, которые сами по себе ходят без какого-то инструктора, да, одиночки. Это уже более рискованная группа, потому что даже они примыкают к группам, где уже более-менее спортсмены. Ну, то есть с ними более-менее все хорошо, да? Да, с ними хорошо. Но есть такие, скажем, особо проблемные категории граждан, это рыбаки, которых ничто не может задержать. Это вот беда ваш бедой. совет им. Беда бедой, потому что рыбаки — это у нас самые первые люди, которые выходят на лед, и самые последние люди, которые сходят со льда. Это вот очень большая группа риска, потому что люди, чтобы поймать рыбку, иногда и... Азартные очень, да, до ужаса. Конечно, каждый рыбак, который вот так рискует, он уже, в принципе, знает все правила и нормы, но, тем не менее, все равно повторить стоит, что прежде чем выхода на водоем, надо убедиться, что этот водоем нам еще толщина льда или разрешен. Есть определенные знаки, аншлаги выставляются на каждом водоеме, на которых даже рыбаки рыбачат, даже в труднодосягаемых местах, где, казалось бы, никто никогда не проверяет. Ну и, наверное, родным сообщить, куда ты направляешься. Естественно, если мы уезжаем куда-то за город, там определенные компании не на один день, на 2, на 3, это с собой обязательно должен быть спутниковый телефон. Вообще, по идее, надо еще и оставить информационное письмо службе спасения. В идеале. В идеале, да, это надо заехать, ставить свои координаты, место, где, с кем, когда и дата возвращения. И тогда уже все будет информировано, и будет в случае любой нештатной ситуации можно будет найти человека. Хорошо. Ну, водители наверняка сейчас тоже в ожидании закрытия переправы, вот им ваши советы. Водители. Стоит учитывать, что у нас понижение ледовых переправ по городу, это Кангалас, Сотинцы, Куч, Нижний Вестях и Хатас и Павловск, ориентировочно будет с 1 по 3 апреля до 30 тонн. И также стоит себе запомнить раз и навсегда, что ориентировочно около 16-15 числа будет закрытие всех этих 3 ледовых переправ. То есть город у нас остается без ледовых переправ. Это означает о том, что в этот период соблюдаем строго тоннаж, который установлен на ледовой переправе. Он не просто так стоит, чтобы люди быстро не ездили. Это тоннаж, он сделан специально по состоянию льда, по его пропускной способности. И обязательно надо на это следить. Если все-таки вы решили перебраться, есть много других доступных путей. Но рисковать себя и своими близкими или пассажирами, которые вы пытаетесь перевести через ледовую переправу, категорически не рекомендую. Ну, я надеюсь, что наши телезрители, скажем так, воробьестреляны и будут внимательно следить за вашими новостями, за вашими сводками. Александр, спасибо, что пришли, что поделились. Хорошего вам дня и поменьше проблемных ситуаций. Спасибо. Друзья, ну а на этом наш эфир «Русский блок» подходит к концу. С вами мы не прощаемся. Через буквально 10 секунд в эфире будет Якутский блок и Петр Кулаковский.